Агрофорум стал настоящей площадкой для обмена опытом. В первый день 16 фермеров из 7 областей представили свои инновационные подходы к ведению хозяйства. Среди них Байнот Пиров из Чуйской области. Он за несколько лет вывел свое фермерское хозяйство в число лучших. Главный секрет его успеха – внедрение современных технологий, включая пеленочный метод грунтования и капельное орошение. Применяя передовые технологии, я получил хороший урожай болгарского перца. С гектара я собрал более 40 тонн перца. Конечно, были трудности, но в будущем я уже буду их учитывать. Свою продукцию реализую в основном на городских рынках области и в столице тоже. Я всегда советуюсь с профессиональными агрономами перед весенне-полевыми работами. У нас много планов по расширению и сбыта продукции. Еще один яркий пример успеха – Нурсултан Уланбек Улу из Иссык-Кульской области. В свои 27 лет он уже экспортирует яблоки в Россию, Казахстан и Китай. Его хозяйство в основном направлено на импортные сорта яблонь, которые адаптированы к местному климату. Мы создали крестьянский кооператив, куда входят фермеры нашего региона. В основном мы выращиваем яблоки и другие фрукты. Сейчас нам не хватает экспортных объемов. В то же время Казахстан, Китай и Россия нуждаются в таких продуктах, но они требуют к покупке большие объемы. Мы специально создали кооператив и на сегодня работаем над увеличением производства. Надеемся, в ближайшее время уже наши фрукты пойдут на экспорт. На форуме были представлены не только частные фермерские хозяйства, но и крупные агрокомпании. Так, компания Интерагро KG стала лидером по производству бройлерных цыплят. Ежегодно на предприятии выращиваются около 2 миллионов цыплят. Это обеспечивает рынок 5000 тоннами куриного мяса. С 2021 года мы открылись как первый инкубатор в Кыргызской республике. Первый месяц мы производили только 30 тысяч цыплят. На сегодня уже 200 тысяч цыплят производим. Вот этот упорный, долгий, рискованный труд, были взлеты и падения. На сегодня мы являемся самым большим, крупным продавцом цыплят и входим в тройку крупнейших производителей мяса Кыргызстана. Наша цель в ближайшие 5 лет полностью закрыть потребность куриного мяса в Кыргызстане только с собственным производством, чтобы не быть зависимым от импорта. Рекордного объема производства агропродукта получила и компания Аталых Круп за богатый урожай, вклад в развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности. Руководитель компании Туратбек Укубаев был награжден госнаградой. Ему присвоено звание «Заслуженный предприниматель Кыргызской республики». Наша компания произвела где-то в этом году порядка 90-95 миллионов яиц. Мы произвели порядка 18 тысяч тонн сахарной свеклы, мы произвели более 5 тысяч тонн кукурузы. И мы подготовили на этот год фермерам для поставки по линии дотации через Министерство сельского хозяйства более 2500 тонн семян, которые будут достаточны, я думаю, что для посева в более 15 тысяч гектаров хватит засеять площадя земли. Также был отмечен вклад компании Байдыкан, которая занимается продовольствием зерновых и масличных культур. Ее руководитель Эрлист Ахунбеков награжден медалью «Данг» за результативную работу. В рамках агродиалога участники всей цепочки добавленной стоимости, это начиная поставщики семян, удобрений, средств защиты. Форум стал не только площадкой для награждения лучших, но и местом для выработки новых стратегий. Минсельхоз подписал ряд меморандумов с аграриями, направленных на повышение уровня переработки сельхозпродукции. Министерство и дальше будет тесно сотрудничать с ассоциациями и всесторонне поддерживать сельских товаропроизводителей. Фермеры, переработчики и экспортеры, объединяясь в ассоциации и совместно работая, смогут добиться более эффективных результатов. Сейчас наша цель – увеличить уровень переработки в сельском хозяйстве до 50%. Развитие кластеров, промышленной переработки, требования времени. Эти задачи мы реализуем вместе с вами. Всего в работе форума приняли участие около 2000 фермеров со всей страны. В ходе дискуссии обсуждались меры поддержки аграриев, экспортные возможности и доступ к льготному финансированию, а также были организованы консультации в формате B2B.
Надеюсь, вы смогли обменяться опытом, получить необходимую информацию и найти партнеров. Я считаю, что у вас состоялся содержательный и продуктивный диалог. В стране наблюдается стабильный рост ВВП на уровне 9%. Значительный вклад в этот рост внес и аграрный сектор. Агропромышленный комплекс – это основа продовольственной безопасности страны. Внешняя отрасль экономики, обеспечивающая население продуктами питания. Выражаю глубокую благодарность от имени нашего уважаемого президента Садыра Нуркуджоевича, Кабинета министров, а также себя лично как министра. В рамках форума 32 лучших агрария получили медали за достижения в растениеводстве и животноводстве. Еще 300 крестьян-фермеров были награждены почетными грамотами Кабинета министров. Также подписаны важные соглашения по развитию агрокооперации и экспорта продукции. Главная цель форума – поддержка успешных фермеров и стимулирование развития агросектора страны. Организаторы отмечают, что Агродиалог-2025 достиг своей цели. Фермеры получили новую информацию, обменялись опытом и нашли партнеров для дальнейшего сотрудничества. Таким образом, форум стал не просто площадкой для обсуждения вопросов агросектора, но и важным шагом на пути к его модернизации и повышению конкурентоспособности на большом рынке. Ахмер Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР. Итоги недели.